100% выгодно. Потому что он каждый день мало готовит. Узнать, как сделать свое дело более прибыльным, на форум в Казань приехал фермер из Субаева Анвар Шерифулин. Как он говорит, если будет достойная цена на молоко, то вложение быстро окупится. 25 круглый год было бы, это, что летом и зимой, и летом, это идеальный вариант был бы для нас. Как отмечают в Минсельхозе республики, сейчас закупочные цены на молоко как раз стабилизировались на уровне 25 рублей за литр. Это значительно выше, чем ранее. На февраль месяц пока тенденция цены сохраняется, то есть нет еще спад цены, и поэтому развитие в этой отрасли, молочной отрасли, на сегодняшний день одна из перспективных задач. Молочникам поможет и господдержка из республиканского и федерального бюджетов. Сохранены все основные направления: льготные инвестиционные кредиты, льготные краткосрочные кредиты. При этом по льготным краткосрочным кредитам в этом году увеличены лимиты. Сейчас в Татарстане насчитывается более 200 тысяч дойных коров. В минувшем году буренки дали без малого 2 миллиона тонн молока. Одна из актуальных задач, которая стоит перед молочниками республики – большая коровья перепись. Всех буренок собираются внести в единую базу данных. А пишут, сколько каждая корова дает молока, как у нее со здоровьем и какой рацион питания больше всего подходит. Такая информатизация призвана увеличить надои. Задача максимум, чтобы одна корова в год давала не менее 6 тысяч тонн молока. Дмитрий Айринин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.